Хорошо, смотри, при обнаружении вещей запрещенных и при нарушении правил проведения экзамена ты будешь с него удален, без права на пересдачу. Ты же осведомлен об этом? Да. Отлично. А аудиторию знаешь свою? Да. С собой только собственные знания, паспорт и вычислительный калькулятор. Выпускники сдают ЕГЭ по профильным предметам. Сегодня это физика и история. Сейчас в аудитории тихо, спокойно и без всякого волнения. Магомед Амин Тачи сдает физику. К экзаменам готовился на протяжении последних 3 лет. Необходимости в шпаргалках не видит. Про гаджеты я бы сказал, что это даже не уважение к себе, можно сказать. Потому что ты, можно сказать, не уважаешь свои знания, ты думаешь, что не справишься, поэтому ты не уверен в себе, можно сказать. А тот, кто уверен в себе, не будет этим пользоваться. Весь экзамен – это проверка знаний за 5-летний курс дисциплины. Минимальный порог, с которым можно попасть в вуз, по каждому профилю разный – 26 баллов по физике и 32 по истории. Запечатанные флешки с экзаменационными работами заносят в каждую аудиторию буквально за 15 минут до начала ЕГЭ. Условия созданы все хорошие. В принципе, то у нас аудитория все готовы для того, чтобы дети могли спокойно, доброжелательно обстановке провести экзамены. Пока у нас все нормально, особо таких грубых нарушений не было. Мелкие нарушения, конечно, бывают. Физику на этом участке сдают 102 выпускника, историка в разы меньше – 63. Для сдачи подготовлено 19 аудиторий, 2 из них для детей с ОВЗ. С недавних пор кимы не только распечатываются прямо в аудиториях, но и сканируются тут же на месте. Ровно в 9:50 организаторы проводят инструктаж. Единый государственный экзамен проходит 3 часа 55 минут. За это время экзаменующие должны решить тест из 30 заданий. Это теоретическая и практическая часть. Каждое задание дает 1, 2 или 3 баллов. Задания по истории делятся на блоки. Ребятам предстоит разобраться в карте или схеме, ответить на вопросы из 3 временных периодов – древности, средневековья, новой и новейшей истории. Для Далии Албагачиевой этот экзамен уже 3-й по счету. На прошлой неделе она сдавала русский и математику. Мое самое нелюбимое задание по истории – это 19-е задание. Там надо подобрать аргументы для разных стран, например, одно для России, одно, например, для Европы. А любимое какое? Это 2-е задание. Там надо расположить в хронологическом порядке события в истории. За соблюдением порядка следят федеральные эксперты. В каждой аудитории система видеонаблюдения. В режиме онлайн можно наблюдать за ходом экзамена на сайте «Смотри ЕГЭ». Конечно, если пройти регистрацию. Данные стекаются и в единый штаб, где также следят за экзаменом. А медпомощь при необходимости и психологическую экзаменуемым окажут в медкабинете. Детям на самом деле необходима бывает помощь. И судороги, и артериальная гипертензия, и паническая атака, страх. Все присутствует. Не успеваем порой даже с ними справляться. Очень много детей сюда поступает в медпункт. На первой сдаче было очень много детей. Сейчас чуть поменьше стало. Видимо, дети уже как-то освоились, адаптировались ко всему. Медики заверяют, от настроя зависит много. Как бы хорошо выпускник не был готов к экзамену, страх и волнение играют свою роль. Поэтому Марьям Пошева взяла за установку не переживать. Девочка собирается поступать на программиста. Настроение боевое. Я надеюсь сдать этот экзамен отлично, хотя бы ради мамы, которая сильно переживает за меня. Но я лично не особо переживаю, потому что это лишь один из страшных этапов нашей жизни. И он пройдет. И я надеюсь, очень быстро пройдет. И думаю, будет несложно. Родители, кстати, зачастую переживают больше детей. На протяжении всей подготовки поддерживали и словом, и делом. Поэтому надеются, что их присутствие поможет ребятам успокоиться и настроиться. Мы в них верим. В любом случае, это, конечно, дело удачи, этот экзамен. Но в дальнейшем я надеюсь, что у них все будет прекрасно. Как бы они ни сдали экзамен, мы в любом случае их поддержим. Потому что это наше все. Здесь каждый заинтересован, чтобы экзамен прошел с соблюдением всех требований. Впрочем, эти правила ребята давно выучили. Они готовы к серьезному интеллектуальному бою. Хава Гагиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.